Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вот. Сегодня, как вы видите, я вышел так, пройтись. И так подумал, все-таки есть, может быть, что-то не сказано, недосказано, и мне хотелось бы все-таки чуть-чуть сделать кое-какие дополнения. Вот. Во-первых, про проект Низам. Я его начал давно, и в последнее время как-то избегал вот публичности, спокойно там писал книгу, одну написал, работаю над другими книгами и откладывал эту информацию. Проект Низам был открыт для того, чтобы вот, сохранить, потом опубликовать, распространить факты истории российско-чеченских отношений. То есть последние года, вот именно вот эти 20-30 лет, что именно творилось на чеченской земле, в Чеченской республике Ичкерия. Но, как я говорил ранее, из дома, из Чеченской республики Ичкерия приходят такие вести, такие выступления громкие делают люди, которые не помещаются в экран, делают вот такие резкие, очень некрасивые выступления. Но сейчас, в то время, когда пошли такие открытые действия со стороны пророссийского режима, я все-таки сделал такое решение, чтобы выступить, сказать, показать те вещи, которые можно сейчас показывать. Вот. Потому что в последнее время есть такие высказывания в адрес нашей идеи Чеченской республики Ичкерия, в адрес наших лидеров, в адрес наших воинов, муджахидов. Вот. Всячески пытаются их очернить этот путь Ичкерии, хотя это был самый чистый, такой самый искренний, особенно в том, что уважалась жизнь простых граждан. Вот. И именно в эти года люди это помнят, людей уважали, было хорошее отношение, хотя были проблемы. Именно в связи с тем, что в республике были провокации и была блокада со стороны Российской Федерации. Россия делала все, чтобы убить, уничтожить легитимность Чеченской республики Ичкерия. Именно, во-первых, убив президента. Даже вот такой вот шаг сделать. То, что и они сделали в 2005 году, в марте. И не смирившись с этим, не смирившись с тем, что не отдав его тело нам, родственникам, они вместе, и российские службы, и те, которые им служат, так называемые чеченцы, продолжают очернять этот путь, всячески зомбируя людей, вот, вкладывая в головы вот, нужную им информацию вот, подрастающему поколению. То есть они там выставляют себя героями, а те, которые отдали жизнь воюя против российских оккупантов, они делают там предателями или там и так далее. Так вот, люди знают, люди помнят
Если я даже не буду говорить, люди все равно знают. Люди знают правду, и в какой-то день они скажут эту правду. Чтобы там я или там другой там не говорил. Нет, этого зависит даже. Но мы такие люди, которые держим факты, видели эти факты и можем говорить об этих фактах. Их очень много, и то, что это и делает сам Низам проект, наш канал. Поэтому выступает там отдельные личности, выставляя их там якобы, скажем, в последний раз было выступление якобы советника Асхадова по религии. Нет, это был обычный мулла какого-то подразделения, именно подразделения Ахмада Авдарханова. Или там выставляют вот так же, вот поднимают, там говорят, вот именно он был рядом с Масхадовым, чуть ли там не советы давал Масхадову. Ну, это им надо так преподносить. В основном вот так льется ложь. Вот. Это одно. И у них еще хватает совести что-то говорить против этих героев. Ну, скажем, было такое мнение, что якобы там Асхадов не воевал, якобы его никто не слушал, командиры, там отдельные личности там делали все, что они захотят. Ну, имеется в виду командиры, там бойцы и так далее. Как будто была такая особая большая розненность в чеченском сопротивлении. Ну, даже вот переломить все эти высказывания, ихние, в таком тоне, можно коротко сказать, что в феврале-марте чеченское командование, именно по приказу главнокомандующего Аслана Масхадова, война была приостановлена в одностороннем порядке. И этому приказу подчинились все. Именно все. Не было ни одного выстрела. И даже тот, кого там Россия там называет террористом, бандитом, Шамиль Басаев даже подчинился приказу Масхадова. То есть Россию ударили по хребту всем их высказываниям, их пропаганде. Вот. Якобы никто за Масхадом не последует, если он остановит войну, если с ним будут какие-то переговоры там, в таком тоне. Это было доказано, это было невыгодно, конечно, России, и они пошли на такой шаг, убили Масхадова. Далее, ладно, с ними-то понятно, это вечно нам враги, каждые 50 лет убивают, выселяют, но что хотят сделать вот эти лицемеры, предатели? Последняя передача даже, как там выскакивает, выпрыгивает, там перебивает этого диктора, или кто там у них, выдает все эти секреты, всю эту информацию, конечно, там искаженную в таком тоне, в каком нуждается ихний канал и ихний режим, в таком тоне высказывается. Вот. Ну, я просто так коротко скажу, например, про Масхадова. Сейчас я это так открыто скажу. Раньше мне было неудобно, все-таки отец, все-таки у нас как-то не принято. Вот. Но это был мужественный человек, благородный человек. Вот. Он знал, что такое честь. Именно он пошел до конца, не предав
свою честь, честь своего народа, честь тех, которые погибли, вот, дали свои жизни, история, чеченская история, вот, держался до конца. Было очень трудно, ему было очень трудно. Действительно, его близкие соратники предавали, были такие факты, это было, признаем. Но не сломился ни в чем. Да, говорят, там высказываются, что он мог бы жить где-то там-то. Нет, это был не такой человек, чтобы уехать, бросить все. Вот. Это был другой человек. Ну, все это знают. Я как-то раньше рассказывал, шли президент Масхадов, его охранники, Ахмад Авдарханов и другие. Вот. И они шли вдоль границы. Вот так примерно они знали, шли и как-то останавливается Масхадов и спрашивает у охранника, где мы сейчас. А тот охранник говорит, вот мы возле этого села, пошли дальше. Через некоторое время опять останавливается и спрашивает опять же у охранника, а сейчас мы где? И вот охранник говорит, мы сейчас вот здесь, недалеко от этого села. Потом, когда на третий раз Масхадов спрашивает у охранника, тот охранник спрашивает у Масхадова, вот почему ты спрашиваешь? А вот Масхадов, наш президент, говорит ему, чтобы не переступить границу Чеченской Республики Ичкерия в то время, когда идет война. Вот такой был человек. Потом, конечно, помнят, все помнят эти события 98-го года. Вот у нас внутри республики была такая обстановка, да, события в Гудермесе, мы стреляли в друг друга. Вот. Накаленная такая обстановка была в республике. Чуть ли не дошли до гражданской войны. Именно Масхадов избежал этой гражданской войны. Вот. Своими усилиями, своей работой он все-таки добился этого. При нем гражданской войны не было. Именно такая обстановка была, тяжелая обстановка, были провокации. Работники спецслужбы России работали, сделать все, чтобы эта война началась. Но с одной стороны были Кадыров, которые говорили, надо начинать войну, надо стрелять, надо убивать. Да, преступления надо наказывать, преступников надо наказывать, но с одной стороны стояла российская сторона, российские спецслужбы, которые именно подталкивали этих людей, вот именно Кадырова, других, чтобы подтолкнуть чеченцев к этому, чтобы стреляли в друг друга. Это не удалось. Нас много тех, которые знают, видели эти факты, многие там говорят, некоторые там не хотят сейчас говорить, но потом скажут, такое мнение есть. Но самое главное — народ. Что скажет народ? Ну, надеюсь, иншаллах, скоро придет день, что наступит такое время, когда народ сможет говорить накопленное в себе, то, что они перетерпели, то, что они сегодня терпят. Вот. Да, народу нужно спокойствие. Народ видел многое. Этот народ выселяли, уничтожали. Буквально недавно была первая война, закончилась. Началась вторая война. Ладно,
нет бомбежек там, нет зачисток. Но есть вот эти сегодняшние притеснения, унижения, убийства. Вот. Даже вот последний случай с чеченской девушкой Далдей Халюэле. Как они все это переворачивают, вот, переделывают. Вот. Народ жалко. Ладно, мы там пару личностей, да, или десяток этих личностей, но народ жалко. Каждый чеченец, если он чеченец, должен думать о народе и готовым ко всему, даже умереть за народ, вот, а не унижать его. И даже люди, которые выехали в другие страны, чтобы избежать этих унижений, чтобы избежать убийства, вот, оскорблений, публичных оскорблений, которого никогда у нас не было у чеченцев. Вот. Люди уезжают по сегодняшний день. И тому есть причины. И все это знают. Хотя дома, конечно же, они отрицают это. Люди уезжают, живут спокойно, семьями уезжают. Это простые люди. Вот. Не только в Европу, там любят говорить, вот вы уехали в Европу, там, что только не говорят еврочеченцы. Как вам не стыдно это говорить? Не трогайте людей, не называйте так людей. Это наши братья и сестры. Где бы они ни находились, там в Африке или в Америке или хоть где-либо, чеченец есть чеченец. Здесь в разных странах, скажем, тут в Норвегии, в Австрии, в Германии, во Франции, в разных странах живет очень много чеченцев. И они живут нормально, спокойно, имеется в виду. Люди работают, дети там учатся где-то в школах, высших там учебных заведениях. И самое главное, учат и свое. Есть чеченские школы, где они изучают чеченский язык. Вот. Но я это к тому, что там любят говорить, что чеченцы уехали, забыли свои обычаи, забыли свой язык. Вот. Неправда. Люди спокойно живут, никто не притесняет, никто не придирается, знает свои обычаи, знает свой язык, как я говорил, учит его. Так вот, поэтому не трогайте народ, который выехал из-за ваших действий, и оставьте их в покое. И не трогайте тех, которые дома живут. Оставьте этих людей тоже в покое. Это один народ. Не надо нас делить на тех, которые дома живут, на тех, которые из-за вас выехали. Вот. Оставьте людей в покое. Далее, как я говорил ранее про наш проект, этот проект абсолютно вас не трогал и не касался, это говорю этим лицемерам, и особо вас и не вспоминал. Вот. Пока вы там что-то не начали что-то говорить в адрес наших воинов, в адрес наших лидеров. И никто вам этого не даст. И вспоминать вас не хотелось. Вот
Я даже вас поименно не называю. Не хочу. Просто брезгую. Извините меня. Всему свое время. Все встанет на свои места. Угомонитесь. Оставьте историю, не трогайте историю. Все равно ее поправят. Все равно народ поправит эту историю. Не от нас это зависит. Особо не от нас. И эту историю никто не сможет изменить. Произошло то, что произошло. Да, было хорошее и было очень много плохого. Виновники, кого бы мы сейчас ни называли, все равно там лет через 5 или 10 или 50 будут названы. Сейчас мы будем говорить, да, я скажу, виновата Россия и те, которые служат ей, служили ей, писали эти доносы, выдавали людей на растерзание. Сколько тысяч наших земляков, наших братьев, сестер в их тюрьмах из-за ваших действий. Это истинные воины. Это наши братья и сестры. Вот. Никто не даст вам изменить историю. Иншаллах.